Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на события будущей недели. Давайте посмотрим, что вас ждет, что с вами будет и что в жизни вашей поменяется. Загадайте, пожалуйста, на себя и на события будущей недели. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы в этой моей программе раскроют нам то, что сейчас у нас скрыто, то, чего же вы можете узнать. Какого-то козла укращать будете? Ну надо же. Ох. Нелегкая эта задача — укротить козла. Терпения во много потребуется. Ну, либо нужно будет дать волю своим эмоциям. Очень упрямый козел. И вы прям за рога, смотрите, хватаете и пытаетесь его от ошибки какой-то уберечь, да? Краю обрыва не подпустить. Тут либо кто-то из ваших знакомых, то ли из родственников кто-то отличится и проявит небывалую упрямость, и вам, конечно же, нельзя проходить мимо. Смотрите, спасете этого козла и себя от каких-то неприятностей избавите. Ну, либо от головной боли, да, ну, потому что человек близкий, потому что с правой стороны, если допустит ошибку, то кому потом разбираться? Конечно же, вам. Вот. Тяжело вам придется, но я в вас верю, вы гораздо выше, чем этот козел, вы точно справитесь. Не обижайтесь, что я называю ваших друзей либо родственников козлами, но вот здесь сами видите, вот они рога. Вот оно, упрямое существо, и вы прям за рога схватили и пытаетесь удержать. Ничего, прорвемся. Вы сильная личность, вы справитесь. Дальше, мои хорошие, смотрите, какая здесь волна поднимается. Волна — это везение, это ключевой и яркий момент, когда события играют вам на руку. И вам важно быть не под волной, а на волне, да, на гребне этой волны. Она будет идти, она будет нарастать, подниматься все выше и выше. И пользуясь очень удачным стечением обстоятельств, либо пользуясь тем, что вам везет, вы можете очень-очень высоко взлететь, в хорошем смысле этого слова. Очень многое сделать, очень многого добиться, быть успешным, наладить свою работу, возвыситься и в своих глазах, и в глазах других людей. Воспользуйтесь этим моментом. Волны бояться не надо. Важно не оказаться под волной, а оказаться именно на волне. Это ваша волна удачи, ваша волна везения. Смело прыгайте на эту волну и катитесь. Вот как она идет, так и вы на ней сверху катитесь и берите от жизни все то, чего были лишены. По крайней мере, мне идет, что момент удачи и удачных обстоятельств. Это то, что вы на будущей неделе встретите. Дальше здесь дракон, который пробуждается. Вот он, видите, лежит, вот они его крылья, вот она его голова, вот второе крыло, вот он длинный хвост. Это очень серьезный знак. Ну и знак, который предвещает победы для вас, достижения для вас. Смотрите, как удачно. С этой стороны волна идет, а с этой стороны у нас дракон пробуждается. Вот. Ничего не бойтесь, за все новое беритесь, ни от чего не отказывайтесь. Старое можно немножко отложить, переложить, а вот новое ни в коем случае не пропускайте. И скорее пробуждайте своего дракона, пусть летит и взлетает высоко, выше, чем волна он может взлететь. И тогда вы себя на целый год обеспечите и удачей, и везением. Ни от чего нового не отказывайтесь. Даже если вы не понимаете, что вам предлагают. Даже если вы впервые об этом слышите. Все новое
что случится на будущей неделе, пойдет вам во благо. Но вот не зря показали такие сильные знаки, еще и в корне рисунка. То есть буквально там с понедельника вы столкнетесь с очень удачными обстоятельствами, с течением дел, очень удачным для вас, и с тем, что вам будут предлагать много всего разного нового. И вам ни в коем случае нельзя это все пропустить. Даже если не хочется, даже если понедельник день тяжелый, все равно прям вот с головой ныряйте во все новое, точно не пожалеете. И себя на целый год обеспечите благополучием, везением и очень крутыми достижениями в жизни. Дальше показано, что мужчина хочет с женщиной то ли помириться, то ли восстановить отношения. Кстати, это может быть и ваш мужчина, с кем вы вместе проживаете. Может быть, вы поссорились, либо какой-то надлом в ваших отношениях произошел. Он будет проявлять инициативу, но как-то вот из-под-тишка, наверное, не то слово. То есть он будет какие-то знаки вам подавать. Ну, допустим, пойдет, там, не знаю, вымоет посуду, либо приготовит покушать, либо вам цветочки приобретет. Да? Он не говорит о том, что я хочу помириться, но он это показывает. Знаки вам посылает, сигналы посылает. Вы, пожалуйста, на него не злитесь. Это очень удачное время для того, чтобы помириться. Ведь если вы помиритесь на будущей неделе, пока Луна у нас в росте, то значит этот мир продлится бесконечно долго. Вот смотрите, какая тут у вас неделя. И козла укрощаете, и на волне покатаетесь, и дракона пробудете, и даже мужчина тут на все пойдет, лишь бы с вами помириться. А обиды пусть останутся в прошлом, пусть они уходят туда, куда уходит уходящий год. А вам важно считать эти сигналы, вам важно послать ответные сигналы и не сопротивляться. И тогда целый год мира, любви и дружбы вам обеспечен. У кого-то еще отыграется не один год, не одно десятилетие. Но ругаться вы точно не будете, если в новую луну помиритесь. Он будет проявлять инициативу, он будет подавать знаки. Но он, видно, у вас очень упрямый, либо горделивый человек, а может, в принципе, не умеет быть как сентиментальным, либо романтичным. Он просто умеет намекать. Вот вы, главное, читайте эти знаки и, главное, на них отвечайте. Дальше здесь показано яблоко, половинка от яблока, половинка от целого. Что-то вы получаете, но не целиком, а только лишь половинку. Видите, как разрезанное яблочко. Не настаивайте на большем. Большего пока нет, либо большее пока вам недоступно. Берите хотя бы эту половинку. Вот, желательно не ругаться, желательно эту половинку принять, поблагодарить за эту половинку, да, и наслаждаться этой половинкой. Половинка от целого. Это неплохо, ребят, это неплохо. Плохо, когда вам ничего не дают, когда вам еще и дулю, да, показывают. Вот это плохо. А когда вам дают половинку, это уже хорошо. Поверьте, там, где половинка, там будет и вторая половинка. Может быть, действительно нет такой возможности вам целое отдать. Может быть, еще что-то произошло. В общем, не сопротивляйтесь, берите половинку. Это тоже неплохо. Там, где половинка, там чуть позже, может быть, не на следующей неделе, может быть, через неделю будет и целое. Вот, а половиночку берите. Кстати, этой половинкой еще могут показать предложение работы там полдня, да, либо какой-нибудь там part-time, может быть, несколько дней в неделю. Тоже соглашайтесь. Это хороший вариант. С правой стороны идет. С левой стороны здесь туман, женщина туман нагоняет, пытается этот туман в вашу сторону гнать. Туманом обычно показывают обман, сплетни, интриги, какие-то, знаете, козни, да, тоже туманом показывают. Она этот туман усиленно пытается нагонять в вашу сторону, но он не идет, потому что кто-то стоит и туман этот не пускает, к вам не подпускает. Здесь за вас кто-то будет заступаться, причем заступаться отчаянно. И также, возможно, у кого-то отыграется, что есть тайный, я не знаю, защитник, поклонник, ценитель вас, да, который знает, что какая-то злая женщина о вас, например, сплетни распространяет, либо вас в чем-то обвиняет. И этот человек с ней сам разберется. Туман вас не достигнет, вы в тумане точно не будете. А эта женщина зря старается. От таких стараний, извините, порваться можно. Вот ничего у нее не получится из того, что она задумала. Вас кто-то хранит. У кого-то, кстати, еще отыграется очень сильный ангел-хранитель, который может, грубо говоря, свою волю транслировать на каких-то определенных людей, которые будут за вами заступаться. Да, не удивляйтесь, такое иногда бывает. Но бывает крайне редко,
Потому что чем добрее и лучше человек, чем безгрешней человек, тем сильнее его ангел. Все мы грешим, да? Ну давайте вот честно, положа руку на сердце, все грешим, причем грешим ежедневно. Даже этого иногда не замечаем. Вот. А есть люди, определенные люди, у которых каждый день он прям чистый, он пропитан чистотой, любовью и богоугодными делами. Вот у этих людей вот такие сильные ангелы, которые могут внушать другим сильным людям, чтобы вас могли защитить. Ну, у кого-то, да, тайный поклонник, тайный защитник, а может быть и не тайный, да, вот кто-то вступится, защитит, а вы уже потом узнаете, может не на следующей неделе, а через неделю узнаете. И так может отыграться. Дальше показывает человека, кого зовут на букву К. Этот человек на будущей неделе сыграет ключевую роль в вашей жизни. То ли поступком, то ли действием, то ли словом, то ли еще чем. Но этот человек, он прям ключевой. Без этого человека вот ни туда и ни сюда. Это может быть как и мужчина, так и женщина. В общем, держитесь поближе к тем, кого зовут на букву К. Точно не прогадаете. Ну, либо верьте этим людям, доверяйте, да, в таком ключе. Так, сова. Сова пригнулась, лиса хвост пытается поджать, пытается куда-то бежать. Петух стоит, их клюет. Недобрые люди на будущей неделе, недобрые люди из вашего окружения на будущей неделе столкнутся с очень серьезными проблемами в лице закона, в лице правоохранительных органов, в лице, может быть, даже каких-то судебных там моментов, да, может быть, кто-то в суд подаст. Люди пытаются прятаться, люди пытаются на друг друга перекидывать вину, но это им не поможет. Каждый ответит, каждого найдут. Петух кричит, петух клюет. Значит, это какие-то обвинения, значит, какие-то преследования, значит, может, вызывать их будут, там, не знаю, в полицейский участок, там, в таком ключе. А мне идет, что это две женщины разные, они друг на друга не похожи, да, может быть, они вместе заодно, а может быть, они каждая сама по себе. Тем не менее, вдвоем они столкнутся с такими проблемами. Петух громко кричит и клюет, и от него нельзя спрятаться, нельзя убежать. Все, как песенка спета, да. Дальше, здесь у меня что-то начинает очень медленно прорастать, и пока вы на это не обращаете внимания. Либо вы смотрите и думаете, ерунда какая-то растет, еле растет. Но на самом деле это очень важный знак. Это вот какие-то первые звоночки перемен, первые звоночки того, что что-то скоро прорастет и что-то скоро случится, как результативность идет. Да? Возможно, вы чем-то занимались, вы во что-то вкладывались. И вот это как вот предтеча самого результата, либо предтеча будущего достижения. Тут больше похоже даже как на намек, потому что росточек сам по себе очень слабенький, очень маленький, очень тоненький. Но вам нежелательно пренебрегать этим росточком. Наоборот, вы должны бросить все силы на то, чтобы этот росточек защитить, уберечь, может быть, подкормить, водичкой полить. Это то, чем вы когда-то занимались, дает первые росточки, да, начинают прорастать очень медленно. Может быть, потребуется еще столько же времени, но тем не менее уже прогресс налицо. Это предтеча самого результата уже налицо. Не пренебрегайте, это тоже очень важно. Дальше здесь показано, что у вас 4 руки. В 4 руки. Может быть, вам кто-то на помощь придет, и вы в 4 руки что-то будете делать. А может быть, это и ваше состояние, когда вам придется немножко поднапрячься и за 2 людей сделать одной вам, либо одному вам всю работу. Это, конечно, будет нелегко, и от усталости могут и ноги гудеть, и голова может кружиться, но тем не менее работой вы обеспечены, либо работы будет очень много. Какая-то еще мне спешка идет, что вы будете спешить. Делайте, что хотите, но спешки избегайте, потому что в суете и в спешке вы можете допускать ошибки, либо что-то недоделывать, а потом это станет чревато. Делайте в своем темпе, в своем режиме, не отказывайтесь от помощников, и чем быстрее вы эту работу сделаете, тем будет лучше. Либо, если вы сделаете всю эту работу, вы потом себя лучше почувствуете, свободнее, что ли, почувствуете. Кому-то работы очень много выпадает. И от этой работы как нельзя ее отложить, переложить, либо нельзя как-то на кого-то передвинуть в таком ключе. Дальше. Так, здесь у меня человек занимается тем, что
лошадей подбирает, либо считает. Может быть, вы будете просматривать объявления по найму, да, заниматься своим трудоустройством. Может быть, это вы, может быть, кто-то из ваших близких. Сразу хочу сказать, что да, вы правильно начали, но ваша лошадка, она еще где-то в пути. То есть, ну, буквально, если вы ничего не найдете, не расстраивайтесь, да, все будет, ну, будет немножко попозже. Может быть, вас огорчит то, что очень мало предложений, да, но все-таки праздники идут, где вы видели, что прям все после праздников начинали людей нанимать. Вот. Вы, главное, не расстраивайтесь, вы начали, это уже хорошо. Ваша лошадка, она где-то там, чуть подальше находится. Вы ее обязательно найдете, вы с ней обязательно встретитесь. Дальше показано, что какая-то магия начинает работать. Это может быть и магия, как в чистом виде магия, так и какие-то обряды и ритуалы. И вы это начинаете ощущать с правой стороны. То есть либо это то, что вы делали для себя, либо кто-то делал для вас во благо. И это начинает потихонечку работать, вы это ощущаете. Прям приятное такое покалывание идет, и немножечко вот такие мистические нотки просматриваются. И вы такая: ну надо же, да, неужели? Смотрите, не радуйтесь раньше времени и никому не говорите о том, что вы делали. Это очень важно. Никому не говорите. Также не надо в комментариях писать, да, потому что счастье любит тишину, и магия тоже любит тишину. То, что вы сделали, оно начинает воплощаться. Да, не сразу, да, не одним моментом, но тем не менее, это уже начинает происходить, и вы это будете ощущать. Дальше. А вот здесь очень интересная картинка, когда вы меч поднимаете, другой человек свой опускает, ну, за спину заводит. Здесь кто-то откажется выяснять с вами отношения, либо кто-то сдастся без борьбы. Да? Человек такой: ну все, я пошутил, да, я не хотел, извините за неудобство, да, я не хочу выяснять отношения, не хочу сражаться. Вас это очень удивит, потому что вы в таком состоянии, вы готовы, да, у вас обнажен этот меч, а человек, наоборот, свой прячет, за спину отводит и рукой еще так показывает, что не надо, пожалуйста, не надо. Я на все пойду, я не буду сопротивляться, только, пожалуйста, не руби меня. Отказ выяснять отношения, либо отказ, ну, драться, бороться. Удивительное событие, которое вас вдохновит. Вы знаете, вы в себя поверите. Вы поверите в то, что вы все можете. Вы поверите в то, что вам никого не нужно бояться, что вы сильны как никогда. Очень классное событие, которое очень позитивно на вас повлияет. За вами целая радуга прорисовалась. Момент, когда вы чувствуете свою силу. Момент, когда вы чувствуете, что вы все можете. Кто-то действительно пойдет на попятную, кто-то прям признает вашу правоту, вашу силу и ваше право. Самое главное, да, признает ваше право. Откажется с вами бороться. Я не вижу здесь примирения, я вижу здесь отказ. Да, человек идет на попятную. Легкая победа в сложной ситуации. Так показано. Дальше. Здесь человек, которого к вам не пускают. И вы об этом узнаете. Кого-то к вам не пускают. Злость вас возьмет, обуяет прям злость. Но ничего поделать вы не можете. Там тот, кого не пускают, он слишком много ошибок сделал, поэтому, скорее всего, и не пускают. Либо человек проявил слабость, да, может быть, покорился чужой воле. Вот. Но, тем не менее, вы узнаете правду. Возможно, вы перебывали в каком-то неведении по поводу этого человека. Теперь вы узнаете вот досконально, точно, 100%, что человека к вам не пускают. Не могу сказать, кого к вам не пускают, но вижу, что человек для вас важный. Но правду вы точно узнаете. В самом венце нам показывают бабочку. Бабочка небольшая, но очень красивая. Бабочка — это праздник, это веселье, это удовольствие, это ощущение радости и счастья. Ну, либо какой-то праздник, и вы там будете участвовать, либо этот праздник вы устраиваете сами. Очень хорошее ощущение, очень приятное время и много-много вот именно таких легких, счастливых моментов по этой бабочке. Она у вас в венце, то есть она закрывает весь этот рисунок, то есть как заканчивает неделю. То есть выходные, явно у вас будут праздники, явно вы будете отдыхать, явно у вас будет прекрасное настроение, ощущение вот этого праздника и легкости. Мои хорошие, на этом все. Всем спасибо за внимание, берегите себя. Всем пока-пока.